Это мой дед, это моя кровь, и я люблю его и помню постоянно. Как один человек мне сказал, фронтовик пожилой: ваш дедушка был самым лучшим русским царем. Во многом пророк был. Не случайно же сказал, что все прошлое принадлежит Богу. Что он имел? Что судья всему не мы, не мирские, Бог. Тоже такая странная, страшная фраза, если вдуматься так, которая давала тебе право делать все, что ты хотел. И знаете, вот часто там всякие бывают ситуации, надо выступить, надо что-то сказать, защитить Сталина. Я никогда этого не буду делать. Мне кажется, просто потому, что он не нуждается в защите. Он умный человек, он прекрасно понимал, что он делает. Иначе бы не говорил этой фразы, что ветер нанесет много мусора и вялых листьев на мою могилу, но пройдет много лет, и все это ветер истории сдует. Я это говорю не к тому, чтобы сказать: вы знаете, вот один раз видел ангела в жизни. Это Иосиф Виссарионович. Я так не говорю. Я всю вину оставляю на его шее, на его плечах. Он был очень ласковый. Во-первых, меня удивляло, что он не гигант, как на плакатах, а с меня ростом. Единственное, он менялся, когда одевал шинель с погонами и фуражку с гербом. Тогда он становился, почти как на плакатах. Я терялась сразу. Мама, например, мне рассказывала так, что когда она его первый раз увидала, он был очень хорош собой. Он был стройный, с шапкой волос черных, такие глаза молния, и очень обаятельный был. Вот меня все время ругаешь, я так говорю, но вот он такой был, вы понимаете, вот нельзя же придумывать какие-то другие эпитеты, когда он был обаятельным человеком. Он первый меня научил пить вино. Все сидят за столом, передо мной стоит бокал, только пустой. Всем наливает, мне нет. Я прошу, Светлана говорит: нет, тебе нельзя. Тогда он говорит: почему можно? Один раз мы с ним оказались вдвоем. Никого не было, Светланы никак не могли доискаться. И мы с ним довольно много времени вдвоем провели. Когда принесли чай, он сказал: пусть хозяйка разливает. На меня показывая. Первый раз в жизни я разлила чай, неудачно крайне, конечно. Все это перелилось на блюдечки. Ужасный был вид, но он сделал вид, что ничего не замечает. Что меня потрясло. Я представила, что бы было, если бы мама это видела или Светлана. Какой скандал. И потом мне было обидно, что он умер очень. И даже какое-то было ощущение, словно он не додал мне чего-то. Вот мы бы могли еще общаться с ним и говорить. А тут все оборвалось. Сталин, как известно, умер на своей ближней даче в Кунцево. И оттуда его тело было перевезено в нашу лабораторию для производства вскрытия и последующего бальзамирования.
Когда я приехал, тело Сталина уже было доставлено в лабораторию. Много было охраны. Проверили, пропустили меня. И там я впервые увидел Сталина. Впечатление было тяжелое, потому что Сталин в то время был, знаете, прямо олицетворял собой Бога. И вдруг увидеть его мертвым на столе. Извлекали органы мы и передавали их сразу для патологоанатомического исследования. И патологоанатомы исследовали, делали описание всего этого, брали кусочки органов для последующего гистологического исследования. Было обширнейшее кровоизлияние, размягчение тканей. Все это было в левом полушарии. Как тогда сказали патологоанатомы, что по существу это кровоизлияние и те изменения, которые были обнаружены главным образом в головном мозге, они были, в общем-то, несовместимы с жизнью. Нет, я бы не знаю. Я бы никакой версии не придерживался, кроме той, какая есть. Что человек был стар, человек был болен, человек хватил какой-то удар, он нуждался в помощи, эту помощь ему в течение 2 суток почти не оказали. И он умер. Когда уже было все закончено, вся работа, и нужно было одевать тело перед тем, как положить в гроб, привезли одежду. Привезли его китель, его, видимо, тот, который он носил, не новый китель. Привезли также ботинки. И когда эти ботинки я увидел, я спросил военного, который привез, по-видимому, один из его адъютантов или кто-то из его обслуги, не знаю. Спросил, говорит, что почему старые ботинки? Такие, говорят, стоптанные. Говорит, у него других не было, он в этих ходил все время. Я была уже большая, плакать не полагалось, но когда музыка пошла Чайковского, финал 6-й симфонии, и словно поток такой хлынул. Очень было трудно сдерживаться. Когда он родился, то у его родителей оказались генетический сбой. Это болезнь, которая называется болезнь РПА, связанная с тем, что оба родителя имеют генетический сбой. Это редко очень, чтобы оба совпало такое. И в результате, у него в течение, как он сразу как родился, начались процессы, связанные с тем, что у него высыхала левая рука. И она у него, по мере того, как он жил, она все у него слабела, плохо двигалась. У него были очень сильные боли ревматические, вообще все суставы болели, костяк весь был больной. У него левая рука практически не сгибалась, ослабевала. Он не мог уже где-то в середине жизни, где-то 50, 45-50, он фактически тяжелее, чем трубку или папиросу, левую руку поднять уже не мог. То есть она так. И у него постоянно были боли в области шеи, левой челюсти, под челюстью он все время жаловался. У него было в связи с этим тоже, у него была еще такая болезнь, не болезнь, а наследственное тоже отклонение, уродство детства. Левая нога у него плохо работала, и она у него немножко отшлепывала в сторону. И носил, кстати, свои сапоги. Совсем не потому, что, и в том числе, правда, и потому, что это была некая мода эпохи, но он долго искал свой имидж. Потому что это было им просто необходимо физиологически. Причем говорят, что сапоги ему шили специально под его, его такие особенности анатомические. Дело в том, что у него были сросшиеся пальцы на левой ноге. У
него был туберкулез. Тогда это была первая, самая страшная болезнь, которая косила всех. И поэтому то, что он, и все революционеры почти болели туберкулезом, и он болел туберкулезом практически всю жизнь. Но с ним произошла как бы странная история. Он должен был действительно, он как кавказец, южанин, он был постоянно в ссылках в течение до 17 года, у него было 5 официальных ссылок. Вот. Он из них, 6 официальных ссылок, он, правда, из 5 у них он уходил, убегал. Вот. Но это были ссылки все в Сибири, в Восточной Сибири, большей части, в очень плохих климатических условиях. И, казалось бы, там он должен был точно уже погибнуть. Но, тем не менее, как раз сибирский климат ему, как ни странно, его вылечил. Он даже об этом с гордостью говорил, потом уже через годы. Говорил о том, что самая тяжелая его ссылка, которая была в Курейке, это приполярный край, 80 километрах от полярного круга. Последняя ссылка была где-то с середины 2014 года по конец 2016 года. И вот в этой ссылке он, особенно было тяжелое, вроде бы, такие зимнее время, он попал даже однажды в пургу, и думал, что он там погибнет. И заплутал, не мог никак выйти. Чудом вышел. Он всю жизнь потом помнил эту историю. Видимо, даже какой-то такой у него был, что дар судьбы или его вывело. И вот после того, как он промерз до костей и думал, что уже все, у него процесс туберкулеза закончился. Во-первых, было очень тяжелое детство. Бедность была жуткая. Пьяница отец, который колотил его и мать. Потом этот мальчик подрос, начал защищать мать, кидался между ними защищать. Потом был этот случай, который он рассказывал, когда ему было лет 10 или что-то так. Значит, отец, пьяница, совершенный такой, с булдой, накинулся на мать. И мальчишка бросил нож после этого. Прятался от отца, там его соседи прятали. Вот такое очень жестокое детство в бедноте. Там, где бедность, там и тиф. В детстве и юности он переболел возвратным тифом. Очень тяжелая это была болезнь и очень распространена на Кавказе. Это известная вещь, и поэтому первые 2 брата считаются, которые были у Иосифа, они умерли совершенно в младенчестве, вроде бы они умерли от тифа. В всяком случае, так вот по семейным преданиям. Он тоже переболел, и, видимо, и потому что был возвратный тиф, у него, правда, более в возрастном возрасте он переболел, и тяжело это происходило, потому что потом у него, я так думаю, после тифа остались, видимо, следы на его желудке и так далее. У него были проблемы с желудком всю жизнь. У него были хронические диареи. Но в данном случае речь идет просто, наверное, можно сказать, что это понос, хронический понос. Удивительное дело. Но в 20 веке век диктаторов. Да, диктаторов, людей сильных, людей страшных, которые идут по трупам через море крови. Гитлер, Муссолини. Вы знаете, все они, у них были проблемы с желудком. Тут удивительно. И у Гитлера были проблемы с желудком. И у Муссолини вообще почти ничего есть не мог. У него были постоянные проблемы. Все-таки, скорее всего, конечно, это было на фоне тех колоссальных стрессов, которые они испытывали, в частности, Иосиф Виссарионович. Потому что проблема с желудком у него начинается как раз в самый период борьбы с оппозициями. Вот известно, что он был человеком волевым. Я думаю, что это так. Действительно, он был волевым человеком и, в общем-то, умел себя держать, в отличие от многих кавказцев, которые очень эмоциональны и открытые люди, и выражают, так сказать, тут же, что приходит в душу, мысли, они тут же выражают это. В отличие от этого, Иосиф Виссарионович какой-то был такой своеобразный все-таки достаточно кавказец. Он умел держать себя в руках, когда это надо было. И всегда были вспышки дикого гнева, и особенно в семье, когда он распоясывался, это известная тоже вещь. И тоже характерно, в общем-то. По-человечески можно понять. И благодаря такому очень сильному волевому началу он, в общем-то, добивался большого успеха. И чем больше у него были побед, чем больше он пробивался, чем более внешне он себя держал в качестве такого незыблемого, можно сказать, борца во всех отношениях и удачника, потому что действительно его, по-моему, удивительная судьба удачная. Во всяком случае, до войны это видно, триумф, и это сплошные победы, политические победы. Всех он расширивает, всех он, так сказать, оставляет позади. Он прорывается к власти быстро, моментально буквально. Это же он стал во главе государства в середине 23-го года фактически. Через года 2-1,5 он стал единоличным диктатором.
Его высокопреподобию ректору Тифлисской православной духовной семинарии и члену Грузино-Имеретинской синодальной конторы архимандриту отцу Серафиму нижайшее прошение. Мать моя находится в самом бедственном положении. Не имея имущества недвижимого, она живет и содержит меня ручной работой, которой часто не находит. Посему всенижайшее прошу вас, ваше высокопреподобие, видать мне зимнюю одежду и этим облегчить печальное положение моей матери. Имею полную надежду, что вы непременно окажете мне отцовскую милость и избавите меня от простуды и холода. Проситель Йосеф Джугашвили. Его высокопреподобию, ректору Тифлисской православной духовной семинарии, отцу архимандриту Серафиму. Вашему преподобию известно, в каком бедственном положении находится мать моя, на попечении кое я нахожусь. Отец мой уже 3 года не оказывает нам отцовского попечения. В настоящее время у матери моей ослабли глаза, вследствие чего она больше не может заниматься ручным трудом, единственным источником дохода, поэтому не может заплатить за меня оставшихся 40 рублей. Посему я вторично преподаю стопам вашего высокопреподобия и прошу покорнейше оказать помощь приему на полный казенный счет, коим окажете мне величайшую милость. Значит, есть письмо за 1938 год, пишет женщина, рукописная такая, на несколько количество бумаги, пишет женщина на имя Сталина, пишет ему такую записку очень своеобразным языком, видимо, малограмотная дама. Вот. Она пишет о том, что у нее есть родственница, она даже не родственная прямая, а бывшая жена, жена ее племянника. Вот. Эта женщина, она утверждает, что она является дочерью Сталина. И поскольку она это утверждает, она пишет о том, что, вы знаете, очень своеобразный язык. Знаете, что я не знаю, насколько это так или не так, но мне кажется, что она меня обманывает, она имеет действительно чем-то очень вас напоминает. Ну, может быть, она и дочь ваша, я пытаюсь так сказать. Может быть, она там племянница, или, может быть, она еще какое-то имеет отношение. Но точно, что она имеет, это без сомнения. Она хорошо знала вашу бабушку, а самое главное, у нее есть фотография. Ваши фотографии, своей матери, а мать ее умерла. Вот, а вы ее знали, когда вы были еще совсем молодым. И посмотрите, какие у вас общие, так сказать, черты. Она такая же красивая, как и вы. Ну, там всякие такие слова. Вот, муж у нее умер. Она сейчас находится в очень тяжелом материальном положении. Квартиру ее лишили. Она приехала ко мне. Она каждый день ходит на приемную к вам, пытается попасть на прием. Она передала свои фотографии, свои вот записки, которые написаны там, типа вашей рукой, или, во всяком случае, как-то имеют отношение к вам, она передала это в секретариат. И до сих пор нет никакого ответа. А вчера она ушла и не вернулась. Странная записка, да? Она передана из архива КГБ. Там есть сопроводиловка к ней. И бегунок. Не бегунок, а сопроводительная моя большая записка. Написана карандашом. Написано, она очень тогда высокопоставленным тогда чиновником в НКВД того времени, неким Иванов, такой был генерал, там, комиссар госбезопасности Иванов. Вот. И она написана на имя Подскребышева. И он, значит, пишет тут, там так отстраненно. Вот, товарищ Подскребышев, значит, мы получили такую-то вот записку, ну, просьба на нее так, обратить внимание. Вот так вот. Понимаете? Вот. И самое интересное, что, значит, на этой записке нет никаких резолюций. Ничего там нет, там только есть в архив. Значит, сразу возникает вопрос. Первое, чего это вдруг в архиве Сталина? Вот это, если это самозванка, какая-то полусумасшедшая дама, если, то с чего, собственно, ее было сохранить? Выкинули бы эту записку, никто бы ее никогда никто не клал. Во-вторых, представить себе, что в 1938 году, в самый, так сказать, разгар репрессий, что кто-то нагло пошел на такую аферу. Ну и, наконец, там есть как бы такая странная, любопытная зацепка. Дело в том, что она пишет, что этой женщине в 1917 году было 18 лет. Она родилась в том году, когда Сталин был исключен из духовной семинарии. Тогда понятно, почему его исключили. Почему он ушел? Потому что он писал, что он был исключен за революционную деятельность. Да не было никакой революционной деятельности. Что Сталин, будучи в семинарии, ну почти ничем, он там, никаких следов революционной деятельности не наблюдается. Сталин, когда исключили, ему уже 21 год, извините меня, это взрослый мужик. Вот. И представить себе, тем более, что знаю в дальнейшую его жизнь, что он так вот не имел никакого романа, никаких, так сказать, моментов, просто мне трудно. Поэтому очень, 100% нет, что называется, я не могу доказать, что это 100%. Но очень похоже, что вот причина его исключения одна из этих. Я выскажу одну вещь такую бредовую совершенно. Понимаете? Стоит ли заниматься божеской наукой, если Богом все равно стать нельзя? Понимаете, о чем я говорю?
Бог уже есть. Понимаете? И стоит ли туда идти? А ведь он много, наверное, читал о царях, о власти, не власти. Мне кажется, что на другой ниве были поиски все-таки, пусть они были неосознанными, поиски лидерства, понимаете? Поиски, где быть первым. В нем это было, вот это стремление во что бы то ни стало быть первым, быть лучшим. И потом началась жизнь подпольщика-революционера, значит, ни дома, ничего. Первая жена умерла от тифа. Екатерина Сванидзе была чудная, красивая молодая женщина. Остался маленький мальчик Яша. Тоже в бедность, тоже, так сказать, все это было очень примитивно. А его не было дома, он вечно где-то сидел там, в полиции, в ссылках, в Сибири и все такое. 4 раза был в Сибири, 3 раза убегал, 4-й раз революция 17-го года его оттуда спасла. Поэтому вот Аллилуевы, семья Аллилуевых, дедушка и бабушка мои, они вот его как-то опекали, знаете, как родители. Вечно ему посылали там табак, там сахар, Сибирь. Это была большая семья вообще. У них было, если не ошибаюсь, 4 мальчика и 2 девочки. Вот. И немножко странная такая семья. Ну, во-первых, с одной стороны, понятно, она была такая революционная. Это значит, что, в общем-то, постоянно родителей сажали, особенно отца. Дети воспитывались непонятно как, кто их воспитывал. А в семье вообще-то был разлад. Они жили плохо, как бы так вот, семейной жизни, потому что люди, они были немножко такие своеобразные, особенно мать. Мать была, видимо, очень экспансивной такой женщиной, может быть, даже немножко не совсем в психике у нее было все. Сами они пишут, их слова, я не знаю, я не могу поручаться. Во всяком случае, у нее были увлечения. Она исчезает время от времени из семьи. Ребята уже выросли, они уже там, у них свои появились семьи, свои работы. Вот. А вот 2 девочки, они маленькие, эти еще подростки. Одной, значит, 15, другой 16 лет. И приезжают по такой вот Куба. И они просто потрясены, потому что такая широкая натура, ну, естественно, что он кавказец, он перед этими девушками спускает хвост, он романтичный, он смелый, он преодолел такие преграды, он просидел там 4 года в этом медвежьем углу, он революционер, он деятель, но девочки смотрят на него такими глазами, вот, и все больше и больше, я так понимаю, что он влюбил его моментально. Они были разного воспитания, вот это надо сказать. Он был такой вольный, восточный человек, а она ходила в гимназию, она играла на рояле, она знала французский. Вот идет революция, да? Все есть на виду. Троцкий, Каменев, там у каждого своя позиция, кто так, там Бухарь, ну все, уж не говоря о Ленине. А Сталина вот именно вот 25, 26, 27 числа его не видно. Там и ВРК такая есть, военно-революционный комитет, где подписи всех комиссаров, всех крупных и некрупных большевиков, и не только большевиков, эсеров, а сталинских подписей под этим самым нет. Какие-то участвуют в мероприятиях, а его нигде не видно человек. Где он был? Некуда было ему деваться, он был Аллилуйя. У него был роман, захлестнувший его. У нас со стороны бабушки Ольги Евгеньевны были немцы, и она была очень аккуратная, очень такая всегда строгая, чтобы все было на месте. Вот мама рассказывала, она придет, шляпу еще не снимет и пальто, она видит что-то в коридоре непорядок, она уже тут же начинает все ставить на место. Но это вот такой у него был характер. А его, возможно, это раздражало, а он более был спокойный. Он мог лечь на диван, закрыться дохой. Если вот там еда упала котлета, он сдунул, говорит, сказал, подумаешь, какое дело, и съедал. У него была масса любовниц, у него была масса женщин, в разное время, по-разному и в разное. Но вот я уже сказал, сколько у него было обладателей. Он был уродлив, вообще-то внешне он был уродлив, вот так, если его разбирать по частям. Но когда это все собиралось, особенно когда это взбадривалось и сдабривалось огромной властью совершенно неимоверной. Понимаете, и когда эта власть олицетворялась в этом хилом, хромом, странном существе, то женщины, я так понимаю, просто с ума сходили. Я очень часто думаю, ну почему моя мама его любила? У всех Аллилуевых, и у мамы. Я думала, было к нему такое отношение, они его жалели. Понимаете, это вот мы сейчас думаем, ах, вот он был великий человек, все такое. А тогда он не был великий человек. Я думаю, что они его жалели. В нем был какая-то бездомность. Она была похожа на грузинку. Ну, на гречанку вот так. А ему, видно, может быть, нравились такие более белорусские. Давыдова, говорят, ему нравился, которая Кармен играла. Каждому в нашей стране хорошо знакомо имя солистки Государственного академического Большого театра Союза СССР, артистки русской оперы
Веры Александровны Давыдовой. Легенда. Эффектная легенда, продаваемая легенда. Вообще легенду же легко продавать, правда? Если сейчас рассказать какую-то небылицу, она же ее сразу схватит. А скажешь правду, знаете, да нет, приходил, обедал, спал, читал газету. Неинтересно. Нет, приходил. В это время на антресолях сидело 3 девочки по 12 лет. Потом он залезал к ним, их всех носил, они кричали, потом их сбрасывали в мусоропровод. Ну, такое опубликуют сейчас все газеты. Это все понятно. Думаю, что нет. Это было давно, но я очень запомнила. Она выступала из Тбилиси и сказала, что действительно Сталин обратил на нее внимание. И один раз, когда они были на каком-то приеме, потом все ушли, а она как-то осталась. Ну вот осталась, он подошел к ней и сказал: я бы очень хотел, чтобы вы были моей женой. Это когда уже Надежда Сергеевна умерла. Она сказала: я очень люблю своего сына, своего мужа, извините, пожалуйста. Он был грузин, а вы мне не нравитесь. И говорят, ей должны были дать народную, и после этого ей народную не дали. Я всегда буду помнить слова нашего дорогого, любимого Иосифа Виссарионовича Сталина, что депутаты должны быть такими же правдивыми и честными, каким был Ленин, чтобы они так же любили свой народ, как любил его Ленин. Грешили на эту Истомину, Валечку, да, вот, которая жила там на даче. Может быть, и было, но почему нет? Он мужчина, она женщина, почему нет? Могло быть. Я не вижу в этом ничего страшного, никакого криминала. То, что бардаков с бабами он не устраивал и оргии, это ясно. Однозначно совершенно. А если кто-то и нравился ему, и кого-то он пытался залучить к себе, а почему нет? Может, и было. Что касается Истоминой. Ну, с Истоминой, в общем-то, вещь, здесь особых тайн нет. Сталин в своем ближнем кругу не скрывал этих отношений. Ну, и, естественно, об них не подчеркивал. Я думаю, что с 1934 года у него возникла такая проблема. Во-первых, он уже был не очень молодой. Вот, ему уже 60 лет исполнилось в 1939 году, ну, где-то ему было 55-56 лет. Это очень зрелый возраст, чтобы бегать, извините меня, по девочкам. Но то, что ее подбирали через аппарат НКВД, мне кажется, это очевидно, потому что, в общем-то, во-первых, всех оформляли тогда через аппарат. И не было звания, она была офицером НКВД, официально, ну, не очень высоким, если не ошибаюсь, она майором была. Она в основном была как подавальщица, особенно в первое время. Она, когда собирались по ночам все члены Политбюро, она подавала, приносила вместе, так сказать, еду, приносила все необходимые какие-то моменты на стол, потом уходила. Она была молчалива, когда вот в этих вещах она была очень молчалива. Хотя на самом деле, как пишет Светлана Белова, она была очень веселым человеком, очень легким по характеру, видимо, что тоже имело колоссальное значение для Сталина, что она его не обременяла каким-то своим нытьем. Ну, я знаю, скажем так, вот, что ему нравились женщины, вот даже знаю, как ему нравилось, как одевали, чтобы была темная юбка такая, да, светлая какая-то блузка. Там вот он любил таких женщин достаточно строгого типа. Ну, это, между прочим, тип Надежды Сергеевны, вообще. Когда делегаты 10-го съезда партии в 21 году выезжали на подавление кронштадтского мятежа, дело это было серьезное очень, то в это время у Сталина должен был родиться кто-то, в частности, Василий родился, ну и у моих родителей то же самое, я должен был родиться. И отец тогда попросил Сталина: дело там серьезное, если что не так, то ты уж, как говорится, присмотри за моими. Дело кончилось благополучно тогда, но отец в июле 21 года погиб. Через 19 дней после того, как я родился Василий Сталин. Мать моя и Надежда Сергеевна хорошо знали друг друга, очень дружили. Когда моя мать болела или куда-то уезжала, меня брали в тот дом. Когда сам Сталин с Надеждой Сергеевной куда-то уезжали, то Василия отдавали моей матери. И таким образом у нас сложилось своеобразное двоедомство. Это было счастье и удовольствие. В 1934 году, в августе, в
встретиться и со Сталиным, и с Кировым в Сочи. Там был мой отец. Сталин звонит отцу: приезжайте. Тут у нас Киров, так сказать, вместе посидим. Тогда были подготовлены проекты учебников всеобщей истории и истории СССР Шестакова. И макеты этих учебников у них были. Перед этим они читали, а потом, значит, обсуждали замечания по учебникам. Шли по времени, по эпохам. Было первое замечание там, так сказать, по поводу роли принятия христианства на Руси по учебнику Шестакова. Сталин говорил, что нужно учитывать культурную роль монастырей и церкви в то время. Они несли грамотность. Несли? Несли. Вот так надо было отмечать. Потом, значит, следующий сюжет мне запомнился. Значит, дошли до Екатерины. Сталин говорит: ну, чем была велика Екатерина? Да тем, что она могла подобрать себе сильных, крепких мужиков-любовников, которые правили государством. Потемкин, Орлов, Зубов, понимаете? Затем наступил какой-то перерыв. Сергей Миронович, меня отец с Сталиным куда-то пошли по аллеям, а Сергей Миронович пошли, говорит, собирать ежевику. Мы с ним, так сказать, собирали ежевику, насобирали для всех. А Сталин говорит: встретимся у дуба Мамрийского. А там, значит, на этой даче есть маленький такой отрог, и на нем колоссальный дуб, грандиозный дуб. И под ним маленькая беседка. И все. Что такое дуб Мамрийский, вы не знаете. А это из Евангелия. Вот. И из Евангелия это, значит, Христос там собирал своих единомышленников. Вот так. Когда кончился этот, так сказать, вечер, Киров отдыхал тогда в хосте в санатории Ленсовета, поехал в хосту, отец отдыхал в Сочи, мы с отцом, и Сталин говорит: я, говорит, вас провожу. Он сел к отцу. Машина семиместная, по-моему, по карте или Бьюик, это я сейчас уже не помню. Меня посадили рядом с шофером на первое место. Они сидели для беседы сзади. Уже темнело. И на одном из поворотов замелькали в фарах две девичьи фигуры. Платьица. Сталин говорит: шофера останови. Шофер остановился. Девушек посадили на средние места. Значит, они говорят: довезите нас в Сочи. Ну, поехали в Сочи. Вот. Но я-то впереди сижу и слышу, как одна другой говорит: Сталин с нами сзади. Довезли до Сочи, высадили, распрощались. Не было ни комиссара никакого в машине, никаких хвостовых машин, охраны. Ничего. Потому что такая была обстановка в стране еще. Так вот, 1934 год, 1 декабря, убийство Кирова, вот ее и изменило. Рыдал после смерти Кирова. То, что Кирова устроил он, я абсолютно ни секунды в это не верю. Это опять это все как Маяковского убили, Есень. Совершенно чепуха. Это все, как Шолохов написал «Тихий Дон», это все лабуда, на которой люди делают свои дела, мне кажется, и только. Нет, я думаю, что все-таки Кирова он пережил, судя по всему, действительно очень остро. И, конечно, то, что он всю жизнь возвращался мыслями к уходу Надежды Сергеевны Аллилуевой, это тоже не пустяк.
Не пустяк, уже сколько лет прошло. Понимаете, и он все-таки все время говорил вот по поводу этого пистолета, который подарил, понимаете, Павел, ей, брат ее, из которого она стреляла в себя и так далее. Я никогда ни секунды не верил, что Сталин стрелял в нее сам. Он вдруг начинал говорить, что подумай, вот какой-то у нее был такой маленький пистолетик. И Павлуша привез ей пистолет. То есть брат ее, Павел Сергеевич, мой дядюшка, привез ей маленький Вальтер из Германии, для самообороны, потому что по улицам там она... Она вообще хорошо стреляла, мама хорошо стреляла. Потом этот пистолет сыграл свою роковую роль, и отец говорил, вот нашел подарок, нашел, что подарить. Никто, в общем, не мог понять, как же это так она могла сделать, потому что она ссылались на болезнь, потом уже я была старше, и тетки со мной говорили, и все. То есть была, конечно, болезнь, была депрессия. У Надежды Сергеевны были сильнейшие головные боли. Ее головные боли доводили до отчаяния. На парад мы пошли 7-го вместе. Надежда Сергеевна, Василий и я. А тогда парад начинался в 8 утра и кончался в 12 дня. 4 часа прохождения военной техники. Минут через 15-20 она снова «Ой, не могу» и ушла домой. Уже не могла больше стоять. Там как было? Значит, мы, были ноябрьские праздники. Вдруг раздается звонок. Это когда уже Надежда Сергеевна себе застрелилась. Сестра-хозяйка Каролина Васильевна, это немка была, она сказала, что случилось несчастье, приезжайте. А когда они приехали, то уже Надежду Сергеевну уже помыли и положили на кровать. И решили так, что скажут, что если кто будет спрашивать, что она умерла, еще даже Сталин не увидел, понимаете? И когда он увидел, он в таком был гневе, что они поняли, что надо какую-то легенду придумать. Сначала сказали аппендицит, потом сказали, что у нее был, как раньше говорили, разрыв сердца. И уже очень-очень когда я уже была взрослая, мама мне сказала, что она застрелилась. Так что это он тоже пережил, что еще... Она ушла, чтобы женщина восточного человека застрелилась, для него это было ужасно. Отец, конечно, он чувствовал, что это предательство. Вот ему такой нож в спину. Потому что он все-таки был деятель, лидер, разговоры, оппозиция. Оппозиция тут же сказала, что это он вот ее убил и так далее. Так это и идет до сих пор. Он рыдал, так рыдал, его всего трясло. Василий буквально повис на нем. Папа, не плачь, папа, не надо, папа, не плачь. Его трясло. Его первое сломало, даже я думаю, первое сломало его, если говорить о личном, да, мне кажется, это смерть его первой жены. Вот даже фотографию посмотрите матери Якова. Посмотрите фотографию, где он там стоит с вклокоченной головой и так далее. Это что-то было. Потому что, говорят, она была таким, как сказать, трепетным существом. Очень нежная, очень мягкая какая-то и так далее, и так далее. Видимо, то, что как раз, может быть, соответствовало его. Такой контраст, контрапункт такой, да? Вот. А потом Надежда и Киров. Я думаю, что этого было достаточно, чтобы захлопнуть. Это Эллиот говорит, да, что надо... По-моему, Томас Эллиот говорит, что надо войти в свой сад и закрыть за собой калитку. Он, мне кажется, это сделал. В личном плане он это сделал. И по-моему, он перестал вообще кого бы то ни было жалеть. И так был, по-моему, не очень жалостливый. По-моему, перестал кого-то жалеть.